Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, то есть у нас в Алмате в гостях Донченко Данил, чемпион Найзы в легком весе. Сегодня мы поговорим вообще о Даниле и в целом о его будущем, ну и о прошедших дней в Казахстане, интересных моментах и о реалити. Прошедшие дни отображаются вот здесь уже. Всем ассаламу алейкум, спасибо за приглашение. И я готов поделиться, как я проводил и подготовки, и бой, и отдых здесь. Поэтому давайте начнем. Даня, вот как раз таки про это я и хотел поговорить. Ты уже на протяжении долгого времени находишься у нас в Алмате, в Казахстане, в целом, в Актау побывал. Расскажи причину, потому что если ты сейчас скажешь, что это реалити, нет, потому что ты до этого здесь находился, до этого ты остался после боев, насколько я помню. Расскажи, какая причина, что ты здесь в Казахстане? Долгое время находишься. Ну, в общем, я просто постоянно, когда приезжал, когда проводил бои, всегда приходилось очень резко уезжать. Я как бы не успевал насладиться ни самой культурой, ни Алматой, ни всем Казахстаном, ни едой, в принципе. Поэтому в этот раз я вот так выбрал здесь остаться подольше, остаться с друзьями. Чуть-чуть у меня здесь хороших много друзей. Покушать вкусно, потому что казахская кухня – это одна из моих любимых, ну, на самом деле. И также есть большой выбор всех остальных кухонь мира. Вот. Поэтому решил остаться вот здесь. И провожу время очень вкусно. Интересно. Да, интересно. Ты был в Алмате, я знаю, что ты был в Актау, ты даже побывал в Форт Шевченко. Да. В каких городах еще Казахстана побывал? Ну вот только Алмата, только Актау, Форт Шевченко и, ну, в принципе, то, что возле Алматы, я просто забыл уже название, ну, здесь то, что рядом находится, на рыбалку мы просто ездили, поэтому в планах еще побывать в Астане, ну и в разных крутых городах. Ну давай из того, что есть Актау и Алмата, какой город больше понравился? Ну, мне кажется, эти два города, они особенны по-своему. То есть нельзя так сказать, там хорошо, здесь плохо. На самом деле, меня везде очень круто принимали, мне везде было очень хорошо. Вот, в Актау я уже, наверное, тоже стал больше как свой. У меня там реально хорошая поддержка, много людей, которые меня знают, поэтому это уже такой город, который слегка ближе ко мне, потому что плюс там жил мой земляк Шевченко, и город в честь него был. Давай, кстати, поподробнее расскажем про то, что ты побывал в музее Тараса Шевченко, Форт Шевченко. Как тебе? Понравился музей? Да, в общем, после реалити, за реалити, мы поехали в Форт Шевченко, и там был музей Тараса Шевченко, был его дом. И, ну, это на самом деле, мы это все проходили в учебниках, в школе, но как такового в музей я не ходил. И вот здесь, кто бы мог подумать, что в Казахстане, вот, я увижу именно... Ты не знал про это? Нет, я не знал. Ты не знал, что город был раньше... То есть назван именем Тараса Шевченко? Вот, раньше я не знал, и когда вот именно я приехал на бой... А про Тараса Шевченко ты слышал? Конечно, да, конечно. Мы учебники истории, мы все его стихотворения учили. Но это такой, как сказать, один из героев Украины, можно, вот это Тарас Григорьевич Шевченко, и про него мы учили много. И вот я это все увидел вживую, и, так сказать, вспомнил историю, которую мы проходили и в школе, и это было очень приятно, такое вот незабываемое впечатление. Ну, ни для кого не секрет, чем ты занимался в Актау, ты участвовал в реалити. Да. То есть были две команды, одну из них возглавлял Фаниль Рафиков, одну из них ты. Да. И я вот, наблюдая за тобой, в целом, видел, как ты все эмоционально воспринимал. То есть настрой своих подопечных, сокомандников, как ты к этому относился. Конечно, я не скажу, что Фаниль менее эмоционален был, но при этом, при всем, у вас было реально разное... Это со стороны реально выглядело по-разному. Да, но при этом я знаю, насколько вовлечен был Фаниль тоже. Да. Вот про тебя хочу сказать. Вот вся твоя эмоции те были, которые там, да, все твое отношение, оно из чего исходило? Из того, что ты чемпион и не хочешь, не любишь проигрывать, или ты сочувствовал реально этим ребятам и хотел, чтобы кто-то из них кем-то стал? У меня просто в команде на самом деле было очень много достойных ребят, и я старался всегда поступать как-то, ну, можно сказать, по совести. То есть, когда я видел, что там, допустим, его нужно выгнать, но он
достоин проходить дальше, я вижу в нем перспективу. И мне было тяжело принимать такие решения. Я все, так сказать, пропускал через себя. Я пропускал через себя их, ну, как сказать, вот это разочарование. И как бы переживал все эмоции с ними. Поэтому я просто хотел, чтобы вот реально все было правильно. Вот, Чтобы справедливо, справедливо, чтобы да. ни с кем не ошибиться, и чтобы Да. никто не расстроился, как бы, да. Я не так сильно прям хотел именно выиграть, как я хотел, чтобы вот именно эти ребята проявили себя, чтобы они в будущем подписали контракт, чтобы в будущем про них все знали, потому что они такие же молодые, я понимаю, насколько для них важно это получить вот контракт с организацией, начать свою профессиональную карьеру. Поэтому я просто проживал все их эмоции. То есть ты вместе был с на ними. их месте? Да, я был на их месте, потому что, ну, совсем недавно я был на их месте, так сказать. Вот. Поэтому я понимаю, насколько для них это важно. И если бы мы вот А так... кто запомнился из команды? Вот 8 человек у тебя было. На самом деле у меня... Гангстер, он был в команде Фанир, но да? он запомнился именно всем. Это 12-й район. Вот. У них Джимми на Октав. Октава. Вот. У меня в команде на самом деле вот просто первые 2 дня я прихожу, ребятам объясняю. Сегодня нужно, вам нужны досрочные победы. Если хотите, чтобы о вас говорили, чтобы вам давали бои, нужны досрочные победы. Первый день 2 сабмишена. Это Шерхан, вот он мне запомнился как раз, и Хазрат. Я думаю, все рассказывать не надо. Вы это увидите. Вы это увидите в наших сериях про реалити Найза Кэмп, которые начнутся. Первая серия начнется 15 августа на канале, на YouTube-канале Найза ТВ. Небольшой спойлер. Да. Не, в любом случае надо рассказывать. Ну, в общем, все... Почему бы нет? А вот из тех ребят, кто тебе запомнился, ты... Это Глеб. Да, Глеб. Это да? Глеб. Это был Глеб. Поддерживаешь ли ты с ними связь? Да, мы в Общаетесь? Инстаграме, да, Или общаемся. у вас есть какая-то группа до сих пор в WhatsApp? Ну, вот именно как таковой группы в WhatsApp нету, но у всех есть мой Инстаграм, и мы через Инстаграм Пишут, да? общаемся. Да, я пишу, ребята пишут. Ну, просто, на самом деле, вот, я готов и тем ребятам, которые прошли финал, я готов всегда помочь, чтобы они показали яркий бой. То есть какие-то свои советы, какие-то советы по сгонке, по подготовке. Мои двери всегда открыты, я просто... Это, наверное... Да. Ты был вообще раньше в реалити, участвовал? Нет, это мой первый реалити. Это первый реалити. Да. Но ты видел ранее другие реалити, и ты ощутил разницу между этим реалити, которое было до этого? Ну, у нас на самом деле, как сказать, чем отличается наш реалити, ну, вы это увидите, но у нас реально такой семейный был круг. То есть у нас по факту все как одна большая семья, и здесь мы просто, ну вот, двигались все вместе. То есть у нас даже сильного разделения, что там команда красных не общается с командой синей, такого не было. У нас все вместе даже было. То есть все наоборот было? Да, все наоборот. То есть у нас ребята понимали, что они должны конкурировать друг с другом, что они будут драться, но при этом на их общение это никак не влияло. То есть это уже показывает их профессионализм. Дружественная атмосфера Да. всегда как бы присутствовала, да? Да, то есть это уже показывает их профессионализм, потому что когда вот это приходит, мы тебя порвем, с тобой не общаемся, все. Это любители. А профессионалы, они могут хорошо общаться, дружить, сжать руку, но когда им скажут, вам нужно драться, это ваша профессия, это ваша работа, они пожмут друг другу руку и будут драться. И, как правило, такие бои являются самыми яркими. Вот, кстати, у вас 2 команды, 2 тренера. В одной ты, во второй, ну, топ твоего веса. Ты чемпион, да, но топ твоего веса Фаниль Рафиков, обладающий титулом совместного, совместных промоушенов, то есть Fight Nights и Найза, Фаниль Рафиков. Вы, ну, я смотрел, что вы вместе чай пили, разговаривали, решения принимали. Можешь ли ты себе представить, что ты подерешься с ним? Ну вот... В перспективе. В перспективе, сейчас у него, вы знаете, у него Не, есть понятно, бой. не смотри на то, что у кого-то Да, есть бой. да, Вообще в целом. Ты подрался бы с ним? Просто вот если вы скажете ему и мне подраться друг с другом, Да. и, ну, я думаю, нам стоит подраться, потому что мы бойцы должны драться. Правильно. И при том всем, что у меня огромное уважение к Фанилю, что он, на самом деле, Фаниль открылся мне как реально очень крутой, веселый человек. Вот он, как сказать, ну, душа компании, то есть вот есть Фаниль, с ним уже не скучно. Поэтому, когда мы все куда-то ехали, я старался с ним в такси садиться, потому что точно скучно не будет. Вот. Но
Если нужно будет подраться, организация так решит, что это будет интересно зрителям, что это Ну, будет... то есть ты готов подраться, просто вопрос организации. Короче. Да, да, я думаю, Фаниль такого же мнения, то есть у нас Все правильно. все. Все правильно. Давай возьмем всех бойцов реалити, пускай будет с той команды, пускай с вашей. Скажи самый такой яркий персонаж и такую яркую ситуацию, возможно, даже смешную, которая тебе запомнилась. Ну, самый яркий, самый веселый, как это сказать, талисман всего реалити, это был Гангстер. Вот. Ну, у него, его цитировать можно очень долго. Мы там едем просто в лифте, мы говорим, ну тебе надо выступать на 66 Гангстер килограмм. это его прозвище. Да, это его прозвище. Вот, и мы едем в лифте, и ему там говорят, в 66 тебе надо выступать. Он весит 77 килограмм. Он говорит, нет, я буду в 61. Фаниль спрашивает, а как ты будешь вес делать? Он такой, тихими шагами, брат. И вот у него просто каждая фраза, это цитата, которую можно записывать. И вот на самом деле он очень сильно всем запомнился. Ну, также, ну, именно, может, он где-то уступал в каких-то аспектах техники, борьбы, там, ударки, но у него есть характер, есть духи, и вот есть вот это вот, как сказать, харизма. Да, вот, Гангстер реально крутой. Да. Вот. Ты буквально недавно подрался с Ханыбеком, забрал свой пояс. Когда, ну, я думаю, не надо спрашивать примерно, а точно уже, когда следующий твой бой? Планируешь провести? Планирую провести бой 26 октября в одном карде, как раз вот С Фанилем? С Фанилем, да. Я думаю, это будет разумно, потому что будет финал, будет бой Фаниля. И вот я бы тоже хотел бы там сейчас подраться. Я буду готов, буду в отличной форме, буду готов на 5 раундов, но буду стараться закончить досрочно, как всегда. Вот, поэтому сейчас осталось дело за малым, это найти соперника и начать подготовку. Ну, начали мы уже подготовку, просто найти соперника, чтобы мы видели эту цель. Картинку, да? Да, картинку. Кстати, видел Рилс, буквально сегодня выпустил по поводу Гасанова и Рузматова. Да, вот я видел, что у Самандара не выходит, и у меня сразу... Ты знаешь Самандара? Самандара, да, мы... Ну, давай чисто гипотетически. Ты мог бы подраться с Гасановым или с Самандаром? Ну 77 килограмм. Я достаточно хорошо... Ну, опять же, за пояс. Да. Ну вот для меня как бы бои это вызовы, это вот риск, это вот это то, что нам очень сильно нравится. И вот Гасан это как раз тот соперник, который и тяжелый, и с риском, но при этом я знаю, что при хорошей подготовке я могу его пройти, могу забрать этот пояс. И просто я хочу сделать то, что еще пока никто не делал до меня, это стать двойным чемпионом. Вот. И это тоже очень интересная идея, поэтому я видел у них бой в августе слетел, но на август я, к сожалению, не успею выйти, потому что только начал подготовку, а на такого уровня соперника нужен полный лагерь. Вот. То есть в перспективе ты думаешь... Ну, в перспективе, да, над тем, надо чтобы пообщаться, 77 килограмм, да, надо пообщаться вот с менеджером, что он скажет, какие идеи, вот. Но мне это интересно, так же, как и спуститься, возможно, в 66, так и подняться в 77. Я знаю, что со своей командой я могу сделать любой вес. Я хочу поговорить о Ханыбеке. Это твой не первый поединок. Про первый поединок мы еще поговорим, а вот я хочу зациклиться именно на втором поединке. Я тщательно наблюдал за твоим боем. И знаешь, что я увидел? Ты не форсировал первых 2 раундах, но при этом, при всем, у тебя прям на лице и по поведению твоего поединка было видно, что ты чего-то ждал, все время чего-то ждал. Да, пробивал, выбивал, защищался, но при этом ты выжидал какого-то момента. То, что Ханыбек в 4-м раунде Да, в 4-м. подустал, ты этого ждал? Ну, на самом деле, я думал, он устанет еще быстрее. Вот. Еще раньше? Да, но не уставал, он тоже хорошо Ну, подготовился. имеется в виду, уже не был такой свежий, как в первом, во втором раунде. Да, то есть он на самом деле терпеливый, и его удосрочить очень, ну, не так просто на самом деле. Особенно нокаутировать с рук или с ноги, ну, в голову, тяжело прям нокаутировать. И вот
Я просто решил не повторять прошлую, наверное, ошибку, когда просто на него полетел. Да. Вот. Хотя мне очень хотелось, мне на самом деле, типа, достаточно так тяжело было работать вторым номером, двигаться, бить. Я понимаю, что это у меня хорошо получается, но в какой-то момент мне просто так хотелось, ну ладно, давай уже подеремся, типа. И я не знаю почему, Ты просто... четко придерживался плана. Да, я придерживался. Конечно, у меня не получалось. У меня там нужно было просто со второго раунда начать больше атаковать руками через ногу, потому что я ногу уже пробил. Ну, это по плану, то, что я рассказываю. Но просто в моменте это что-то почему-то было тяжело. Каненбек неудобный, у него неудобная защита, стойка и тяжелый удар. Ну, в общем, я когда вышел на 4-й раунд, я не знаю почему, я в перерыве почувствовал, что вот сейчас уже можно, уже нужно вот просто подраться. Заканчивать, да? Да, я просто... Это не то, что был план зарубиться с ним в поздних раундах. Нет, просто я в моменте, в бою просто почувствовал, что вот сейчас можно и сейчас нужно это сделать. Поэтому я, так сказать, сцепил зубы. А вот перед боем был такой план, что там, ну, вероятнее, наверное, на процентном соотношении в большую сторону, что ты можешь удосрочить в первом-втором раунде? Вообще думали об этом тренера? Ну, мы всегда Ну, настроены... вот, типа, пробуешь, бьешь, если там шатается, дальше добиваешь. Да, конечно, я Было всегда... такое? Да. Просто я знаю Саят твой менеджер, и он любит досрочные победы. Да. Особенно в ранних раундах. Да, то есть если мне говорят... Ему проще продавать потом тебя. Да. Если я вижу, что я попал, я буду дожимать. То есть у меня такого нету, отпустить, поиграться. Нет, если я попал, все, я дожму. И вот, ну, это было в 4-м раунде, но если бы я также попал во 2-м раунде, я бы также на него ломанулся и во 2-м раунде. А вот то, что он тебя... Я видел, удары даже через защиту попадали, но ты так, у тебя в лице ты менялся очень сильно, когда по тебе попадал Ханабек. Они были ощутимы, эти удары? Ну, удары были Даже через тяжелые. защиту? Да, даже через защиту они были тяжелые, но просто это как-то... Я менялся, типа, потому что я видел этот удар, я как-то как прищуривался, не знаю, как объяснить. Они тяжелые, то есть... Но больно не было. Но в бою, на самом деле, как таковой боли как-то нет. Это просто, неприятно. Боль это, не знаю, когда вот иголки в кожу ставят, не знаю, вот это вот боль такая. А в бою мы как таковую боль не чувствуем, просто вот это неприятное Сейчас ощущение. дашь да. такую идею своим соперникам, чтобы они с иголками выходили. Даня боится иголок, да? Ну, образно там я именно такую боль, когда там палец режет или еще что-то. Ну да. А это просто неприятное ощущение, вот и все. Но, такого в бою, вот в этом бою ни разу не было, чтобы где-то меня повело, где-то какую-то я флешку поймал. Я могу вот всем поклясться, что такого не было. Когда был первый бой, да, я в 3-м раунде правый прямой пропустил, и у меня такой, типа, вот такой быстрый, но ничего не кружилось, просто, типа, как, оп, флешечка была, и все. В этом бою такого не было, то есть все было... Вот у вас прошло 2 поединка, в общей сложности у вас 9 раундов на 2 боя. Скажи, пожалуйста, что ты испытываешь к Ханабеку? Есть какая-то ненависть? Не, вообще никакой ненависти. У меня... Он достойный соперник? Он соперник очень сильный. Я как сказал, что если кто-то хочет подраться за титул в этом весе, должен пройти он Ханабек. должен пройти Каненбека. А Каненбека пройти будет очень тяжело, потому что все смотрят на него, якобы там борьба плохая, корявый, ударка не особая, но он это делает настолько хорошо, и что когда вот это в бою все происходит, это не бокс, где там то техничнее, тот больше набьет, выиграет. А здесь именно, какой бы корявый не был, как тот же Стрикланд, который вот так вот бьет, но он чемпионом UFC был. То есть вот, у меня большое уважение. Просто, может, если он мне напишет, либо тренер его напишет, я дам несколько советов по тому, как стоит делать вес правильно, чтобы... Ну, вот. Кстати, крутая идея, Қаныбек. Егер сен бұны естіп жатсаң, міндетті түрде Донченко екеуің хабарласыңдар. Знаешь, почему, наверное, он не напишет? Он хочет 3-го боя. 3-й бой. А ты как думаешь, насчет этого? Ну, я на самом деле всегда за... Ну, я никогда не отказываюсь. Если он сделает вес, да? Да, если он сделает вес. Ну, просто это большой риск опять для нас готовиться. И, мы как, не знаю, мы... Ну, смысл есть для тебя в этом? Честно, для меня, вот лично для меня нету смысла в этом. Я просто знаю, что мы опять покажем хороший бой, но, как сказать, смысла, интереса, даже спортивного интереса нету, потому что первый бой был с небольшими вопросами, потом второй бой я удосрочил, при том, что я понимаю, что я был далеко в своей не лучшей форме. То есть и из-за этого мне интересны новые вызовы, какие-то бойцы за границы, там, за океана, чтобы проверить себя против их стиля. Рецепт хорошего боя. Мы же сейчас все время о кухне говорим, еще будем с тобой говорить. Да. Берете чуть-чуть Ханыбека и чуть-чуть Дани.
мощный бой обеспечить, как наш Лев. Лев Алматинский, видел? Да. Ты видел этот рецепт? Как Да. он мариновал шашлык? Да, я понял. Да. Я в его стиле процитировал. Смотри, у вас, я помню этот первый бой, 5 раундов. Во втором или, да, между вторым и третьим раундом был такой момент, где Ханыбек, ну, насколько мы поняли, он Да. не хотел выходить на бой, исходя из какой-то травмы, да? Что-то- Сечка, очень сечка. большая сечка. Да. Очень большая сечка, крови было куча. Я думаю, наши ребята там покажут это видео. Но я смотрел на тебя, у него, да, он, как сказать, он имел моральное право и имел право по правилам выждать какую-то паузу и потом выйти на поединок. Но ты не хотел, чтобы так завершалось. Я видел по тебе, ты говорил мне, что ты готов подраться дальше, да. Типа ты готов подождать и драться дальше. Его вывели на поединок, так уж произошло, что ты проиграл судейским решением. Насколько тебя это потрясло? Ну, в моменте, на самом деле, у меня тогда была серия или из 5 или 6 досрочных побед. И, ну, я принял это поражение, согласен, что, ну, Ну, сложно было? да, мне первые 10 дней, как то сказать, я отпускал это все, и оно опять моментами так все нахлынуло на меня, как в проигрыш. Потому что самое обидное, что я мог выиграть, я знал, что... То есть, когда я понимаю, что соперник сильнее меня, он меня победил, то, что он сильнее меня, ну, это я принимаю, ну, достойно. А вот здесь просто я знал, что я мог выиграть. В каких-то моментах я ошибся, в каких-то моментах непонятно. Ну, в общем, из-за этого мне было еще обиднее, типа. Но я это прошел, отдохнул, побыл чуть с семьей и просто... Даже если интервью взять после боя, я не думал, что нам дадут реванш, типа. Я сказал, хочешь реванш? Я говорю, ну, типа, ну, если нужно будет, но так, типа, не особо. Не знаю почему-то, у меня такое было чувство, что нам его не дадут. Я просто вижу, что все в Казахстане, кто проигрывает, они сразу же просят незамедлительный реванш, типа. Я просто не хотел быть из числа вот всех и просить сразу ну, реванш. знаешь, в первую очередь, наверное, да, понятно, бойцам. Бойцы всегда хотят. Кто проиграл, он всегда хочет подраться. Нужно смотреть на то, что интересно ли эта организация фанатам, которые миллионами смотрят нас перед экранами, да. Ханыбек, ты нанес ему очень такую хорошую сечку в том бою. У тебя, кажется, не было сечки. У меня тогда не было. Да, в этом бою у тебя 3 сечки, да? Да. Можно ли сказать, что у вас 3-1 по сечкам? Нет, потому что когда я его добивал, у него сечки было и очень много, но они были все там, где волосы. Когда в 4-м раунде 3-3. я выровнял все, да. Нельзя было так уходить. Ну, просто у меня были на лице, а у него они были скрыты. Но если так посмотреть по видео, там было видно, что кровь пришла с головы. Жалко просто, что это не получилось сделать раньше, потому что если бы я сделал хотя бы там во 2-м, в 3-м раунде сечки ему, и мы продолжили бы драться дальше, обои, типа, в крови, это было бы куда интереснее, я думаю. Прям бы картинка и просмотра было бы больше, и запомнилось бы это больше, но буду стараться лучше. Тебя секундировал Саят. Да. Ну, как сказать, не часто его увидишь в углу своих подопечных. Вот ты был один из тех. В этом карде должны были драться еще Дастан, Диас. Они оба являются тоже подопечными Саята Абдрахмана. Но, к сожалению, по поединку не состоялось. Но при этом, при всем, ты сделал этот вечер вместе с Улзасом Азалиевым и Марсио. Вот для тебя важно, что Саят находится в углу? Это был, на самом деле, мой первый опыт. Ну и когда вообще Саят, это для меня такой человек, он мне что-то напишет, скажет, ну, типа, образно, ты там молодец, продолжай как-то, делай так, делай так. Коротко и ясно, да? Коротко и ясно, и у меня просто так сразу прилив энергии, бах, я такой, пойду 10 километров пробегу. Ну, образно, то есть это Саят тебя мотивирует, очень да? сильно мотивирует, и, ну, реально просто, я знаю, что за мной вот стоят там мои тренера, вот, который тоже был Алексей в углу, и Саят, и я просто понимаю, что я не один, и мне ни в коем случае нельзя, ну, перед ними как-то проиграть или что, я должен идти до конца, потому что за мной стоят вот моя команда, вот такие вот люди, поэтому это, ну, реально очень сильно дополнительная мотивация, что я не должен их разочаровать, и я вот... Саят, не благодари меня, но ты уже понимаешь, как мотивирует своих бойцов, так что газуй. Я думаю, дальше пройдемся, да? Да, вот Саят вот просто пишет там какую-то там новость или все, и я сразу, все, я побежал. Он просто очень много энергии, очень много вот мне придает такого прилива сил. Да. Ну и в плане его, как сказать, как секунданта,
он на самом деле очень четко, у него большой опыт, и в UFC он секундировал многих, и до UFC, и у него нереально большой опыт в этом. Я только захожу, он сразу знает, как типа в чувство привести. Так, оп-оп, лед туда, так дыши, так, подожди, думай так, скажи так. И вот, ну это реально очень большой, как сказать, профессионал в своем деле. Прикольно. Даня, расскажи про свое детство, где родился, где прожил детство, чем занимался. Я думаю, нашим подписчикам, нашим зрителям очень будет важно узнать про тебя. Почему? Потому что ты чемпион с такими громкими поединками, и скоро будет реалити, я думаю, что у тебя будет реально много поклонников. Вот. Расскажи про детство, где я родился. Да. Я вообще родился в городе Коростень, это Житомирская область, Украина. Вот. Ну, недалеко и от Киева, то есть там 120 километров от Киева. Вот тоже. И все детство у меня проходило как-то, ну вот в этом городе до определенного момента. У меня просто мама одна, у меня отца не стало, когда мне 6 лет было. И маме тоже было в какой-то момент тяжело. Мы там у бабушки часто жили. Я как старший брат, у меня еще младший есть. И вот такое вот у нас было детство. То мы иногда, у бабушки с дедушкой жил, то иногда вот с мамой, с братами. Вот. И когда мне было 11 лет, мы переехали в другой город. Тоже там из-за маме по работе предложили. Вот. И мы переехали в другой город. И, ей так бы было бы легче, казалось бы. И когда мы переехали, я просто такой жесткий дал бойкот, потому что у меня были мои друзья, как-то сказать, все, и ребенка в таком возрасте вот так вот взять просто и перекинуть в другое общество, в другой город, в другую школу, там, где никого нету, именно в таком возрасте это очень тяжело дается. Вот. И я как-то такой устроил бойкот с братом, что все, мы вот учиться специально не будем, возвращай нас обратно. И в этот момент у нас там ни телефона не было, ни компьютера, ничего с братом. И я пошел на секцию с дзюдо. Первая моя секция, это была секция дзюдо. Вот в 11 лет. 11 лет. И это вот секция дзюдо. Кстати, я вот здесь небольшую ремарочку сделаю. Уважаемые родители, если вы нас смотрите, детей в единоборство реально надо давать с 12-14 лет. Да. Имейте в виду, нельзя с 8-6 лет. Это написано кровью, написано правилами. Так что есть такой закон, приказ, который ограничивает возраста в разных видах спорта. И вот в единоборство отдавайте минимум 12-14 лет. Да, я вот порекомендую до единоборств, может, какими-то, типа, какой-то гимнастика. Даже те же танцы, это очень хорошо, это тоже та же пластика, вот, детей отдавать. Потом, если они переходят в единоборство, они уже пластичные, они уже физически подготовлены. Вот так и у меня было. Я тоже... Ты пришел в дзюдо. Да, но до этого я занимался 5 лет брейкдансом, короче. Брейкдэнс. Брейкдэнс это тоже там... такая урбан направление. Я помню, знаешь, 90-е годы, я извиняюсь, тебя перебью, 90-е годы, но не могу не сказать про это, потому что сейчас я слышу какие-то попытки там хода брейкдэнса в Олимпийские игры, а где-то в 90-х годах брейкдэнс, он считался каким-то таким для уличных пацанов, чуть такой культурой, как бы чуть стыдливой, но при этом, при всем, я знаю много ребят, которые занимались этим и очень хорошо развились физически. Да. Потом начали, и это начало распространяться реально как урбан направление. И я считаю, что брейкдэнс реально для меня сегодня это такое крутое направление, где человек очень хорошо развивается, во-первых. Во-вторых, не только там в спорте, но и в творчестве. Ну, это вот как те же самые батлы, типа битвы между... Да. Они когда, чтобы решить свой конфликт, они не дрались, они просто танцевали, грубо говоря. Так как мы не деремся на улице, деремся в клетке, да? Вот. Прикольно. Да, вот. И да, я пошел тогда вот отклонился на дзюдо. Я просто начал пропадать в зале, просто потому что у меня не было ни телефона, ни компьютера. Дома, конфликты постоянно с мамой, еще с братом тоже. И все, я начал пропадать. И вот так вот прошел чуть больше, чем полгода, 9 месяцев. Ну и в итоге мы с братом добили своего, вернулись обратно к себе в город. Друзья не разбежались? Друзья не разбежались. Вот ты рад? Они рады были тому, что ты вернулся? Очень рады. Я просто вот, на самом деле, вот я с ними до сих пор, это мои лучшие друзья. И я просто настолько понял ценность вот эту, что когда ты в таком возрасте там, теряешь друзей, потом обратно возвращаешь, насколько они тебе ценны. И это как раз те друзья, которые на всю жизнь, они меня до сих пор поддерживают. И это... Я тоже проходил через это, когда в детстве переезжал туда-сюда, и прям, знаешь, как бы
Вот помню вот такую боль годами. Да. В школе сидишь и мечтаешь о тех ребятах, которые Да. где-то в другом городе остались. Ну, а когда туда переезжал, обратно скучал уже по тем ребятам, которые здесь были, да? Вот, Прикольно. Да. Но я тогда в том городе не успел ни с кем познакомиться, привязаться, только к дзюдо. И, в общем, я вернулся, побыл лето и с осени начал заниматься в секции фрифайта. Это, фрифайт это... Фрифайт. Это как... Танцы с дракой? Не-не-не, это Фрифайт. не просто, типа, это как вольный бой, это просто там форма отличалась, у нас площадка была как... Ну, типа так, ММА. Как да, это ММА, просто там был, типа, ограниченный партер, то есть там нельзя было залеживать. Если нет активных действий, через 10 секунд Больше поднимают. стойка, Да, больше стойка, да. У нас, и кстати, жик-пижек такой вид спорта Вот, есть. вот. Вот, он больше стойки. И там то ли до 30 минут, что ли, дают в партере, насколько я помню. Ну, вот у нас там 10... 30 секунд. 30 секунд, да. Ну, у нас, типа, если были активные действия, то без проблем. Но если просто переводили, лежали, поднимали в стойку. Ну, типа. правильно. Да, ну, чтобы динамика была. Да. Вот, и я выступал, Чтобы но... сечек больше было. Вот, но в моменте, когда вот я выступал занимался фрифайтом, но выступали мы по всем видам спорта. То есть у нас такая реальная обкатка была, вот мы могли каждые выходные, типа, драться на разных соревнованиях. У нас еще такой, типа, то мы в Киев поедем, то в в Житомир образно, на кикбоксинг, на самбо боевое, на панкратион, на фрифайт, на ММА. Мы везде вот так ездили. У меня такое было, что я участвовал на чемпионате Украины по фрифайту, и на следующей неделе я участвовал на чемпионате Украины по ММА. И у меня очень много так любительских боев собралось. Ну, реально, у меня давно уже за 100, типа, я уже даже не считал, именно любительских боев уже давно за 100. Я вот, получается, дрался. А почему я дрался? Потому что я понимал, что вот только в бою, у меня такое всегда понимание было, только в бою я, типа, становлюсь лучше, типа, и психологически сильнее, и улучшаю все свои аспекты. Поэтому я всегда такой, когда следующее соревнование? Я понимал, что тренировки тренировками, научимся мы в бою, короче. И я понимал, что с каждым боем все будет лучше и лучше. Из-за этого я, форсировал все свои соревнования. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. А как ты переехал в Таиланд? В Таиланд, получается, я поступил учиться в университет, и я учился в Киеве. Ага. Я учился на филолога. Вот. Закончил? Да, факультет лингвистики. Нет, не закончил. Но зато я, скорее всего, говорю на французском языке теперь лучше, чем все те, с кем я учился. Круто. Вот. Сколько языков знаешь, Катя? Ну, французский, английский, русский, ну и украинский. 4 языка, да? Казахский? Казахский Начал? по чуть-чуть, Начал да, изучать? уже идет. Скоро будет 5 языков. Вот. Ну, на самом деле, мне кажется, если просто дать такой чуть углубиться в казахский язык, он не сильно тяжелый для обучения. Мне кажется, что его можно прям выучить. Филология тебе помогла изучить быстро французский. Английский я никогда именно так не учил, чтобы... Целенаправленно. Целенаправленно. Все в разговоре Да, получилось. все получилось. И как раз в Таиланде я Исходя выучил. из мест пребывания. Да. И вот Таиланд, какой год это? Это за 2 месяца до ковида. Это когда ковид начался, 19-й или 20-й? Да, что-то в 20-м году, да, 20-м. Ну вот, получается, я тогда год, сейчас как я пришел к ковиду, я тогда поступил в университет, но я начал очень сильно выступать по кикбоксингу, попал в сборную, был в сборной. Украины? Да, выступал на международных соревнованиях, много тоже там выиграл, вот.
И я думал, что мне это поможет. Я просто пропускал в моментах много университета. И я как бы все сдал, все экзамены сдал, но меня типа по профильному предмету отправляли на пересдачу на все лето. Ну просто чтобы, как сказать, помучить меня, чтобы я понял, что пропускать нельзя. Да, да. Ну просто, и я в моменте мне говорят, все, приходи там 28 августа, мы уже поставим тебе, ну прямым текстом, грубо говоря. А я говорю, я не могу прийти, поставьте сейчас, а также нельзя, надо на экзамене, после экзамена. А я говорю, я не могу, я еду на чемпионат Европы по кикбоксингу в Венгрию. Они думали, я шучу, я приду, а я просто уехал на соревнования по кикбоксингу. Вот, и да, и в общем мне сказали, ну, возобновишься на следующий год. Я начал работать официантом. Где, в Таиланде? Нет, в Украине, после того, как университет. А что за ресторан? Это сеть ресторанов, там, Мистер Кэт. Не такая пузатая была. хата? Нет, нет. Ну, что-то из этого разряда, в общем. И у меня было это время, получается, это с сентября до января я работал, чтобы насобирать деньги на Таиланд. Ну, я реально работал. Я дрался, короче, у нас был такой клуб, там стояла клетка, и нам платили по $50 за бои. Они без рекорда были. Там и по ММА только по 3 минуты раунды были. Как по профам, только по 3 минуты. И по кикбоксингу, и по муай-тай. Я, короче, помню, там в пятницу, типа каждую пятницу дрался после смены за 50, а если выиграть, $70. Я там 2 или 3 раза точно дрался вот так подряд. Ну и, короче, собирал, везде, где мог, собирал. Насобирал, мне мама помогла Сколько с собрал? билетом. Я собрал вообще на самом деле, типа, на 1,5 месяца. Ну, сколько в деньгах? Я не помню. 1500. Где-то вот $1100. Ну, на самом деле, из этих $1100 я еще должен был купить билет. То есть у меня вообще денег на 1 месяц было. Но мне мама это увидела, она мне купила билет в Таиланд. Но все равно на 3 месяца $1100 не хватит. Вот, я точно помню, да, $1100, где-то вот так. И, ну, я прилетел, и я сразу понимал, что и в Таиланде надо драться, чтобы были деньги. Я прилетел, через 10 дней я уже 5-раундовый бой проводил на крабе, и в 5-м раунде... Чтобы заработать деньги. Да, ну и чтобы заработать, чтобы опыта набраться, я же за этого ехал. Вот. И я там, помню, в 5-м раунде тайца оверхендом попал, и он начал, типа, пятиться назад. А бой по тайскому? Да. По-тай- Вот, и это мой вот первый такой бой по тайскому был, профессиональный. Ну и потом я вот так дрался, и в моменте просто начался ковид. И все. Начался ковид, Это было жестко. и ты там остался в Таиланде. А никак вылететь по-другому нельзя было. А что, чем ты там занимался? Был в спортзале? Ну, спортзалы все закрыты, пляжи закрыты, районы закрыты, то есть ничего нельзя. Мы планировали уже улететь, и денег не было, вообще не было. Мы вначале какой-то там сделали, вот в Инстаграме, как сказать, что мы застряли, вот так, мы вдвоем с товарищем были. Нам ребята помогли, поскидывали, там родители, но в моменте это все заканчивается, а в Украину вывозных до сих пор типа не было. Ну вообще никак не улететь. И в моменте там мы уже реально там какие-то бананы кушали, рвали, ну находили ананасы. Не, ну бананы это хорошо. Ну это хорошо, что были бананы. Да, да. Ну реально прям. И Прям там... с деревьев срывали? Да, ну конечно. То есть нету денег купить просто элементарно Ну, банан, вот да? у нас были, типа, мы купили просто рис, а он достаточно дешевый. Они нам принесли помощь, там ходила помощь, Да. и нам принесли рис, какие-то там масла. И мы покупали, короче, оставляли деньги, и мы покупали курицу, короче. И мы вот так, наверное, 1,5 месяца рис, курица и бананы, короче, рвали. Хорошо жили. Ну, как сказать, хорошо жили, да. Хорошо. Ну, типа, ну просто сам факт психологически, что, а мы не знаем, когда мы уедем, типа, нам еще хозяева в моменте сделали там просто, сказали, вот вы застряли, берите эту комнату бесплатно, короче, Ага. тайцы. И Ну, мы вот молодцы. жили. И вот у меня, помню тот момент, у меня остается в кармане 3000 Батов. бат. Это где-то там, ну, 33-35 тысяч тенге. Вот так. Они у меня остаются, я вроде можно на них протянуть, там, если так курицу аккуратно кушать, еще месяц, типа, ну, это прям эконом, мы никуда не ходили, ничто не покупали вообще. Но, я не знаю, почему у меня такая идея возникла, а сниму-ка я байк. Вот я не знаю, почему, районы закрыты, никуда, просто уже, наверное, что-то шарики за ролики залетели. Я снимаю байк за 1200, у меня остается 1000, и там на заправку за 1500 снимаю байк. И научился ездить, и у нас районы были закрыты, и наш район до последнего был закрыт. И я нашел проезд через джунгли на байке, как выехать, чтобы нас полиция не остановила на блокпостах, как выехать. И я в джунглях, через байк с другом выехал,
И мы, короче, поехали в другой район, потому что там были наши знакомые. Это на тот момент был мой тренер с Киева, оказывается, он там с семьей жил. Ага. Мы приехали к ним, выехали, доехали вот так вот 30 километров в час по большим трассам. И его жена дала совет, а попробуйте, залы закрыты, попробуйте давать персональные тренировки. И в моменте мы выложили объявление в группы в Телеграме, и к нам начали приходить люди на персональные тренировки. А куда? На улицу? Мы у них дома, мы к ним приезжали, короче. И наш район еще 2 месяца был закрыт. И мы каждый день на одном байке там выезжали через эти джунгли, еще когда дожди начнутся, грязь, все По закону нельзя выезжать за эти джунгли. Да? Но мы выезжали, просто там по дорогам блокпосты. Надеюсь, таиландская полиция не услышит. Да. Там везде блокпосты, а через джунгли можно, короче, было. И мы поздно ночью в этих джунглях едем, возвращаемся домой, тоже была, как сказать, своя романтика в этом такая вот. Но мы начали давать персональные тренировки у людей, и у нас с момента, когда у нас, типа, ничего не было, у нас, типа, вот, ну, вообще ничего не было, мы начали зарабатывать каждый хорошие, типа, деньги. Я помню, был такой месяц, когда мы просто зарабатывали там $3000 каждый месяц на персональных Можно было не тренировках. драться, да? Ну да, типа. И вот то, что и произошло. Вот мой товарищ, он больше начал давать персональные тренировки, меньше. А я, когда начали открываться залы, я просто обрубил все персональные тренировки, чтобы я мог тренироваться 2 раза в день, и мне хватало на жизнь. И все, и получается, он там работал, откладывал деньги, и в итоге улетел, а я остался в Таиланде, типа вот. Ну, потом тоже уже улетел через время, но вот просто как-то мы выкрутились вот так. Реально из ничего мы там начали. Я потом мотоцикл себе большой купил, то. Ну, тоже молодой еще, тоже не умел правильно распоряжаться деньгами, поэтому просто вот так все тратил. Вот, но было классно. Расскажи про мечту. Вот что тобой движет сегодня? Ты неустанно тренируешься, был тренером, но при этом причем всегда тренировался. Да. Твой коллега, который рядом с тобой поехал, друг или товарищ, Да. он дерется сейчас? Нет, вот он. Вот ты сейчас продолжаешь драться, ты являешься сегодня чемпионом лиги. Мгм. Расскажи про свою мечту. Мечта раньше, ну, все говорят там банально, стать лучше, выиграть пояс UFC, но я знаю, что это реально все возможно, и к этому просто нужно идти, но моя мечта, чтобы меня запомнили вообще в истории, как вот такой, в истории ММА, в истории спорта, как реально вот такого вот бойца, как, если вот привести в пример, это как Рамон Декерс был такой очень известный тай-боксер и кикбоксер, что за ним такая слава ходила, что он реально бескомпромиссный боец, что когда он выходит, всегда будет шоу, всегда будут яростные бои, всегда будет зачем стоит посмотреть. Конечно, там выиграть пояс, стать там чемпионом UFC в одной и в 2 весовых, это все, ну, реально под силу, и к этому можно прийти. Но я просто, ну, не за каждым чемпионом будет ходить такая слава, как за вот этими ребятами. На столетие останется, что они вот нереально крутыми были бойцами, Ну, это характеры. Глори, да? К1. Он, ну, еще Или тогда Глори не было, он А кого бы ты в ММА мог привести в пример? в ММА кого бы я мог привести? Ну, за кем, вот, каким бы ты хотел стать, да, в ММА? Я бы вот хотел, вот знаете, вот у меня типа кумир это Макс Холлоуэй, потому что он нереально показывает крутые бои. Всегда, когда он выходит на бой, все знают, что ждать. Все ждут его бои, он был чемпионом. Вот, он хотел оспорить, ну, с парье, когда хотел 2-й пояс взять. А может, еще и возьмет, мы не знаем. Вот я вот стремлюсь переплюнуть Макса Холлоуэя в этом плане, переплюнуть Гейджи, потому что вот я хочу, чтобы за мной ходила вот такая вот именно слава. Не просто чемпион неоспоримый, а просто вот чемпион, который будет сносить всех, показывать шоу. Лучший менеджер в СНГ это Саят Абдрахманов. Да. Ну, мы его знаем. Да, Подписывает UFC он. да. Подписал немало бойцов. Какой у вас с ним план? Вот сейчас ты чемпион, и, допустим, есть такое предположение, что вот в таком-то году мы уже попадем в UFC? Я когда с Саятом подписывал контракт, кстати, это что вот, я так еще интересно было, он сразу обсудил наши цели перед тем, как мы подписывали. Он говорит, что ты хочешь? И я сразу сказал, что я хочу. И он тоже сказал, что я вижу вот так это. И когда мы подписывали с ним контракт, в самом-самом начале, он типа говорил вот 3 года. Вот, если я не ошибаюсь. И, наверное, он помнит. И он говорил, 3 года есть, чтобы вот подписаться вот в эту лигу в UFC. Вот.
прошло только 2 года, вот в августе пройдет только 2 года. У нас есть еще год точно, как минимум. Надо. Поэтому сейчас я понимаю, что если за год я вот так вырос, то что произойдет еще вот за этот год, когда у меня уже как-никак появилась какая-то финансовая возможность чуть-чуть улучшать свои лагеря, когда появились такие спарринг-партнеры, плюс когда как-никак выигрываешь от пояс чемпиона мира Нейза уже, ты уже входишь в такую, как сказать, ну не то что элиту, но выше уже, да, ты уже выше стоишь над другими, и тебя уже к себе зовут очень топовые ребята, потому что они уже тоже, ну, и Понимают, когда, да, да, уровень. понимают, и когда я работаю с такими топовыми ребятами, я тоже очень много беру для себя и расту, ну, еще быстрее. Расскажи Поэтому- про этих ребят. С кем из топов UFC, ну и вообще в целом из бойцов UFC ты работаешь в Таиланде? Ну, я очень благодарен ребятам за то, что принимал участие в подготовке на бой Рафаэля Физиева, Армана Сарукяна и Дамира Измагулова. Это все те, с кем я реально спарринговал. То есть все бойцы, боролся. которые являются подопечными Саята. Да, да, но это и они подопечные Саят, и это топы UFC в моей весовой категории. То есть это Ну да. было нереально вот полезно для С меня. Дамиром ты работал, Исмагулов. да. Расскажи про это сотрудничество. Ты Я- спарринг-партнером был? Да, да, вот он Перед каким боем? когда он готовился на бой по кикбоксингу. С Вартаняном? Да. Вот, и у Дамира очень хорошая стойка, то есть настолько она, как сказать, я когда с Дамиром отрабатывал 2 раунда, там у нас бой было, я и еще один, мы работали по 2 раунда, 2 раунда отрабатывали, и после этого я такой думаю, надо еще. И я заходил после Дамира на остальных ребят, и мне настолько было легко с остальными, потому что мы работаем на других скоростях. Он нереально, у него хороший, ну, быстрый бокс, то есть он достаточно быстрый Дамир сам по себе. И когда я заходил на других, мне уже с ними было очень легко, потому что совсем не те скоростя были, совсем не та жесткость была. Вот. И он бьет сильно. То есть мы когда спаррингуем, он очень хорошо Кстати, бьет. я тоже спарринговался, Ой. хотя только одной рукой, но при этом ощутил эти джепы. Да, тогда мир просто... Там он работал с одним парнем, он бил в корпус, парень присел, сам на удар. Есть один, короче. Я такой думаю, блин, хорошо это не я. Вот, ну, то есть он реально на руках очень сильно бьет. И мы с ним очень много по кикбоксингу работали, на дриллы. И он реально вот, Дамир приехал, он реально хотел научиться там много кикбоксингу. Он реально спарринговал с лучшими кикбоксерами, то есть... И он меня брал везде с собой, за что ему огромное спасибо. И я очень много от него перенял для себя. Ты видел поединок Вартаняна и Дамира? Да, видел. С начала до конца? Да, Как ты считаешь, справедливо, что отдали победу? Просто Дамир забрал, как по мне, первый и второй раунд. Вот третий он уступил, потому что устал. Потому что, может, с Таиланда прилетят, переакклиматизация. Вот. А первый, второй забрал? Да, я думаю, как Третий, по мне... думаешь, проиграл, и при этом 2-1, да? Ну да, просто что он третий именно так, как-то сказать, что там много было таких Подустал. падений, Да, короче, да. подустал. И это повлияло на Да, это может кажется в моменте, типа, это судей как-то озлобило, что вот он, ну, типа, там долго вставал от усталости, как-то так. Но как по мне, типа, что бой нереально равный, можно было отдать победу Дамиру. Но что было, то было. Вот он выиграл последний бой на хардкоре, правильно? И мы могли увидеть лучший бой Дамира на хардкоре. Просто соперник не хотел драться. Я скажу откровенно, его соперник просто пытался его держать, вязать. Не было никаких... У него не получается борьба, ну попробуй стойку. А он просто сушил бой и не дал Дамиру раскрыться. А он... Это на последний Да, поединок. последний бой. Ты работал с Арманом, да? Да. У Царукяна намечается вообще, ну не знаю, многие говорят об этом, чемпионский бой с Исламом Махачевым. Да. Как ты думаешь, насколько он там опасен для Ислама? У у Армана очень... Во-первых, он очень много работает над собой. Он вот развивается. Самый профессиональный подход, я вот, мне кажется, увидел у Армана. Вот он всегда там полотенце, сменная футболка, всегда вода, не заболеть. В Таиланде жара, просто вентилятор, он выключит вентилятор. Либо если он Следит за собой. Да, потренировался, одевает полотенце в жара, ну, чтобы не заболеть. То есть у него реально подход профессиональный к диете, ну, реально вот в этом аспекте. И я думаю, что мне там многие говорят, ну вот, он не такой голодный, как Махачу, но он голодный, он еще голоднее, чем Махачу, он претендент. И я думаю, у него реально борьба
очень хорошая. Плюс дагестанскую борьбу очень сильно в Америке начали разбирать и начали ставить защиту против нее. Вот мы можем это увидеть в бою Кори Сенхаген, последний бой, который был против Умара, он дрался, да? Вы видели, тот только спину берет, тот сразу выходит. Тот только в партер переводит, тот сразу спину отдает, встает, разрывает. То есть уже нашли этот подход. И Арман работает, он инвестирует в себя, он не жалеет на это денег, он работает с лучшими тренерами. И в плане подготовки, вот он очень хорошо подготовится на Ислама Махачева. И стойка у него тоже очень Ты хорошая. в процентном соотношении, какую вероятность даешь, что он может выиграть? Но я буду топить очень сильно. Нет, вообще, вот по твоим чисто профессиональным ощущениям, ты спарринговался, видел Ислама Махачева в октагоне. Ну, как ты думаешь? Ну вот- не исходи из того, что он твой, как бы, сокомандник, да, а подумай чисто на профессиональную точку. Исходя из последнего боя Ислама и исходя из последних боев Армана, я скажу, что 60-40 в пользу Армана. Настолько все плохо. Вот, ну просто, Ну, имеется в потому виду что для Ислама? я просто знаю, как он подготовится на этот бой. Да? Это не, Ислам это невероятный чемпион, но просто есть еще момент, аспект подготовки. Просто, может, он плохо себя показал, но я говорю, исходя из последнего боя Ислама. Исходя из последнего. Да, вот. Ну да, мы дал все вот такое- наблюдали, это был не тот Ислам, которого мы привыкли видеть, но при этом, при всем, в любом случае, он, знаешь, как бы, Ислам выигрывает, когда хочет. Ну да. Вот он знал, что ему нужно все досрочно, он выходил и как бы душил, да? Но драма после такого поединка, который они дали Спаре, то есть крутая Да. драма, все в крови, как бы, все залито, и Спаре себя мог проявить, да, и он себя Да. проявил. Ну и еще, допустим, первый бой с Волконовским. Арман тоже небольшого роста, маленький, и очень взрывной и очень сильный. А таких бойцов тяжело контролировать. Когда боец высокий, допустим, моего телосложения, его комплектации, его легче контролировать, чем когда боец очень мускулистый, маленький, его намного тяжелее контролировать. И борцы это знают. Поэтому вот это мой прогноз. И я думаю, что вот в этом году мы увидим нового чемпиона в легком весе. Но предстоит очень тяжелая подготовка для Армана. Работа, да? Но в его кемпе я не сомневаюсь, потому что я лично видел, как он это делает. А когда он будет готовиться к исламу, ты будешь присутствовать в его лагере? Я думаю, они будут в Америке, я так предполагаю. И, У тебя есть виза в Америку? Вот у меня виза, она готовится, и она уже на финальной стадии. Мы просто там дали паузу, потому что вдруг бы подписали на контендер, они сами откроют визу, деньги нам вернут. Но в итоге мы продолжили. И я просто думаю, что провести нужно защиту пояса в октябре мне, заработать чуть денег, потому что там все дорого, вот. А спонсора как таковых, ну, типа, нету, которые там оплачивают. И поехать вот в Америку. Поэтому, возможно, еще я поучаствую. Вот. А когда у них бой планируется? Ну, точную дату не знаю, может, даже и анонсировали, но нет. Но я, знаешь, я все это беру с обсуждения, Да. то, что говорят, то, что Арман высказывается в отношении там ислама. Ислам как бы делает такие попытки, знаешь, как бы не замечать это все. Но при этом, при всем, я думаю, я предполагаю, что это неизбежно, что у них поединок все-таки Да. произойдет. Я видел, я был в Абу-Даби вот недавно, и я видел Ислама там, и у него травма руки, у него она сломана, вроде как. Ну, то есть, и я думаю, что этот бой раньше декабря не состоится, поэтому, когда я выиграю бой и сделаю защиту, заработаю чуть-чуть денег и полечу в Америку, то, возможно, ну, просто надо лететь в Америку, чтобы посмотреть эту обстановку. Нельзя лететь туда готовиться первый раз, потому что, не знаю, у меня есть моя команда, она в Таиланде, а так просто посмотреть. На самом деле, у тебя есть то, чего нету у многих сегодня бойцов в твоем дивизионе, это время. Да, дай бог, что все было хорошо, но при этом тебе 22 года, да? Ты уже- 23 было вчера, позавчера. Позавчера, поздравляю. Спасибо Что-то мы большое. даже как бы это, промолчали про это, но надо это исправить. Смотри, как раз у меня в машине подарок тебе есть. Да, спасибо большое. Это все по фэншую. Одна из наших моделей спортивного тебе на день рождения. Да, да. Так что, Айзак, очень. Спасибо большое. 23 года.
Да. Ты чемпион лиги, которая в Центральной Азии, номер 1, в Казахстане, лидер. Ты дерешься с топами из Азии бойцами. У тебя остался год по договоренности, по устному джентльменскому соглашению с Саятом, чтобы уже подаваться в UFC. Ну, естественно, многое будет зависеть от тебя. Да, да. Да, и я больше чем уверен, что миллионы фанаток сейчас, которые будут после реалити тебя видеть, и сейчас уже тебя знают, задаются вопросом, женат ты или нет, есть ли девушка или нет. Так что я думаю, про это нужно будет проговорить. Ну, Семейное, как это, анкету заполняешь, пишешь семейное положение. в общем, да, я не женат. Хотя у меня все часто задают этот вопрос. Жена, дети есть? Говорю, нет, пока не женат, нет детей. Вот. Ну, это, кстати, вот и вторая причина, почему я остался больше в Казахстане, в Алмате. Не только потому, что, ну, еда вкусная, вот, ну, и потому, что у меня девушка есть, она живет в Алмате. Да, поэтому вот мы кушаем вкусно вместе просто. Вот, да, поэтому... Хотя было бы выгоднее, наверное, сказать, что я сам одинокий, холост, чтобы не терять женскую аудиторию, но... Да нет, зачем? Почему Да, ты у меня не есть, да, девушка, она из Алматы, вот. И о ней вы тоже скоро услышите, такой спойлер, но не скажу, кто это. Смотри, недавно ты выставил свой пояс, который ты выиграл в Октау, на аукцион. Да. В пользу какого-то парня, который травмирован. Я так и не понял. Расскажи про У это. меня, я когда в Киеве вот тренировался и выступал, у нас была команда своя по кикбоксингу, и там был боец, он мастер спорта международного класса, Сергей Герасименко. И он со мной вместе мы выступали, и потом, когда наш тренер переехал за границу, вот в Таиланд как раз, он оставил зал ему. И получается, я, ну как сказать, он начал быть моим тренером, он меня готовил, у меня уже рекорд тогда 4-1 был, и много боев. Я с ним эти все бои проходил, готовился, он меня готовил, и все знают ситуацию, и вот его, ну вот, призвали, и он пошел вот воевать, и он лишился ноги, и, ноги, и, ну, с рукой проблемы, но основное это вот ноги. И все начали делать сбор, потому что это, ну, наш вот друг, очень хороший тренер, ну, нереально вот такой человек позитивный, который всегда помогал, всегда поддерживал. И я выставил свой пояс на аукцион, чтобы просто... Денег у меня немного, но вот таким вот образом я могу как-то собрать. Самое ценное, что ты приобрел Да. за все это время, ты готов продать ради своего друга. Потому что, ну, это мой пот и кровь, и я просто... Ну, у него пота и крови он больше, так сказать, потерял, поэтому я вот поставил его на аукцион, и чтобы просто все деньги собрать и дать ему. И вот позавчера человек, который предложил больше всего, он отправил уже это $1700 в общем. И он уже отправил эти деньги, и в моменте он мне написал: я знаю, какой, типа, ценой ты заработал этот пояс, типа, оставь его себе. И этот человек, ну, честно, вот, я не удивлен, потому что я знаю, какие вот, это тоже спортсмен бывший, какие у нас люди в спорте, и вообще, какие люди в спорте. А откуда он? Он из Украины тоже. Вот. И я знаю, ну, какие у нас люди в спорте, они ценят это, поэтому он мне написал: оставь этот пояс себе, потому что я знаю, какой ценой ты его заработал, и он отправил эти деньги, и да, и, ну, в общем, нереально благодарность ребятам, и в общей сумме мы насобирали там чуть больше, чем за сутки, почти 10 с чем-то миллионов тенге мы насобирали почти за сутки. Да? Ну и плюс вот эти вот еще сколько? Почти миллион, грубо говоря. Круто. То есть, Круто. И я думаю, это поможет. Вот. Ну, надеюсь, поможет. Да. Даня, мне очень приятно было с тобой пообщаться, да, реально. Ты стал чемпионом, все так форсированно же было. Ты уехал в Алмату, мы начали с тобой договариваться о реалити, мы поехали в реалити, там вроде бы говорили, но вот такого прям откровенного разговора для интервью не было. У нас был реалити, у нас были приколы, у нас были посиделки. Сейчас я очень рад, что знаком с тобой, очень рад, что ты являешься чемпионом нашей лиги. Продолжай в том же духе. Я думаю, что не в скором будущем мы увидим тебя в лучшей лиге мира UFC, но я вот всегда, знаешь, вашей помощью. Да, я, знаешь, одну вещь всегда говорю. Рано или поздно многие из вас окажутся там. Да. Надо
знаешь, конечно, предвкушать обязательно, и при этом, при всем, мечтать об этом, да, визуализировать, работать над этим. Но особенно нужно запоминать те моменты, которые происходят сейчас. Да. Это очень важно. Это, знаешь, для тебя ценно будет. Вот когда ты сейчас шел, ты рассказывал про те времена, когда ты был в Таиланде, на Украине, когда ты в детстве ходил в спорт, когда в Таиланде тебе не хватало. Но это и есть ценность, Да. это и есть счастье, это и есть воспоминания, которые крутые. Я думаю, я надеюсь, что все, что происходит здесь у тебя, в Казахстане, в Алмате, в Актау, останется у тебя в глубокой памяти и поможет тебе в жизни. Все, давай, брат. Все, рахмет большое. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.